Дворец спорта «Магаз» имени Берда Евлоева, крупнейший соцобъект на Северном Кавказе, стал не только местом для проведения множества соревнований, но и открыл дверь в мир большого спорта для многих начинающих спортсменов. На базе спорткомплекса создано около 15 различных секций для всестороннего физического развития молодежи. Объект был возведен в рамках федеральной целевой программы, а на его постройку было направлено более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Торжественная церемония открытия состоялась в декабре 2016-го, и в тот же день в стенах спорткомплекса прошел международный турнир по смешанным единоборствам М1 Челлендж Битва нартов. Победу одержал спортсмен из республики Ингушетия! С этих пор дворец спорта «Магаз», названный в честь именитого борца Берда Евлоева, принял не один десяток различных чемпионатов, первенств республики и России. Одним из последних крупных соревнований стало первенство страны по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет в памяти героя России Алихана Калиматова. А рядом со спорткомплексом расположилась ледовая арена РЗ, возведенная в рамках федеральной целевой программы развития физической культуры и спорта в России. Здесь на арене тренируются маленькие хоккеисты, а вечерами собираются любители покататься на льду. Ледовая арена очень быстро стала любимым местом для всех, кто хочет активно отдохнуть после рабочего дня. Следующий объект – это новая хоккейная академия «Башлом» имени Вячеслава Фетисова, запущенная 2 года назад в Магасе. Площадь спортивного центра составила 3000 квадратных метров, а стоимость объекта 270 миллионов рублей. Ледовый дворец включает в себя зрительный зал на 500 мест и VIP-ложу для почетных гостей. Хоккейная академия стала новым витком в развитии игровых видов спорта в Ингушетии и в целом на Северном Кавказе. Еще одним значимым спортивным событием в регионе стало открытие в Назране первого специализированного центра профессиональной подготовки дзюдоистов. Спорткомплекс на 500 зрительских мест был построен в честь победы ингушского дзюдоиста Хасана Халмурзаева на Олимпийских играх в Рио 2016. С тех пор здесь проходят тренировки и соревнования на различном уровне. За эти 28 лет в регионе были построены и запущены десятки современных физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных секций и школ. Сегодня практически в каждом селе есть спортзалы, оснащенные всем необходимым для качественного занятия спортом. Наш регион воспитал огромное количество чемпионов России, Европы и даже мира. Условия для того, чтобы побеждать, созданы. Осталось продолжить славную традицию ингушских атлетов и следовать лозунгу «Борись и побеждай». Михаил Тангиев, Новости 24.